Мгм. Добрый день, здравствуйте. Сегодня прочитаю вам лекцию под названием «История башкирских букварей и учебных пособий от средних веков до 40-х годов XX века» или другое название «От рун до кириллицы». Сама история башкирского языка подразделяется на 4 эпохи. Это алтайская, общетюркская и кыпчакская, собственно, башкирская. Это так у нас наши видные языковеды так разделяют. И хотя вот башкирский язык сам относится к кыпчакской группе, в нем имеются особенности, характерные для булгарских, это диалект чувашского, угузских, туркменский диалект турецкого и сибирских, это алтайский, тувинский, хакасский, якутский язык древнетюркских памятников языков. То есть, получается, башкирский язык вбирает в себя и другие направления и группы языков. Что касается первых историй, это у нас наших букварей, нужно отметить, что первый учебник это был у нас известного татарского государственного деятеля, это Халфина, татарская азбука называется. Эта книга была напечатана для восточных именно государственных служителей, это для приграничных территорий, именно для вот вдоль границы, получается, Российской империи, для этих народов, для казахов, для нагайцев, для башкир, для татаров. То есть в нем по этой книге могли обучаться и русские, и сами тюркские народы. Сейчас мы будем рассматривать демонстрацию нашей презентации. Таки сможешь запустить? Нужно отметить, что башкиры как народ, это старинный народ. Махмуд Кашгари в своем труде «Диване Люгат ат-Турки» башкир относится к большим старым 20 народу. Вот. И вот что нужно отметить по каменным историческим, вот, которые сохранились по письменностям, это у нас Орхан-Енисейское письмо или древнетюркская письменность, которая у нас сохранилась на берегах, это Енисея и в нынешней территории Тувы, Якутии, и до сегодняшнего в некоторых местах обнаруживается. Письменность применялась примерно это в 8-10 веках нашей эры. Русское вот, научное название это Орхан-Енисейское письмо, именно где первые обнаружены были эти памятники. Эти памятники включают в себя целые такие текстологические тексты, рассказы о ханах, о каганах и другие истории. Можно сказать, что вот именно первая такая тюркская письменность, вот она была на рунах, то есть рунические письмена, и как и у других народов, вот тюркские письмена, то есть и башкирские письмена были на рунах. Вот интересный момент, вот из тут приведенных букв, то есть слов в Орхан-Енисейских памятниках, там пару слов только не хватает в башкирском современном языке. Остальные все слова присутствуют в башкирском современном языке. Как говорил, что у нас после этого начинается период исламизации территории Урала-Поволжья или тюркских народов, проникновение, миссионерская деятельность арабского халифата. В связи с этим постепенно налаживается
у нас арабская письменность благодаря Золотой Орде, где преимущественно управленцы и ханы, султаны уже были, верование, у них верование было мусульманское, исламское, и в связи с этим делопроизводство уже шло на арабской письменности, то есть арабская графика, а язык тюрки был. Это общий язык для своей эпохи, для своего периода, то есть многие общались и документы велись на этих языках. Есть памятники, конечно, тоже сохранились на каменных надгробиях и в архивах в Москве. По изучению таких вот памятников у нас можно отметить двух людей. Это Гибадулла Хабибулович Алпаров. Он родился в деревне Курманай Стерлитамакского кантона Уфимской губернии Российской империи. Ученый-тюрколог, профессор, также автор учебников по башкирскому, татарскому, казахскому и туркменским языкам. Вот тут у нас представлена его книга, это «Наш алфавит и орфография». Если прочитать на оригинале, «Хариф ва имлябис». Издана в Казани в 1912 году. Вот страницу вам тут перевел для примера. Вот 9-я страница, тут написано древнейшая тюрко-орхонская азбука. То есть тут и другие письмена есть, более старые, сравнивается. И вот для примера вот он расшифровали вот этот текст, и в своей книге он это передает. Следующий у нас человек — это Сагайт Марасов, общественный и государственный деятель, краевед, этнограф, литературовед. Родился в деревне Марасово Копчайской области Оренбургского уезда. Ныне это Оренбургская губерния. Вот. Его книга называется «Первобытная культура людей. Кишлярдың тәубем мәдениеттары». И в этой книге, нужно сказать, приведено очень много разных языков, начиная от древнетюркского, уйгурский вариант, язык птиц и другие вот, которые редкие книги, языки, которые он здесь привел. Очень интересная книга. Вот тоже вот первая обложка книги и письменность организации вот, представлен для ознакомления. Книга была издана в 1926 году уже в Советском Союзе. Интересный труд. Недавно часть этой книги была переведена. До сих пор ожидает своего изучения. Вот этих двух людей, можно сказать, что они изучали письменность тюркских народов, не только тюркских, но и другие. Вот, сравнивали с другими сопоставительных характеров, что у них шла работа. И в наши дни эти труды бесценные, которые, как говорил, еще не переведены на кириллицу, то есть на русский язык, и не введены в общий оборот. Что касается первых азбук, первых букварей на тюрке, это нужно привести как пример, это Миндиара Бикчурина. Некоторые говорят, что его первый букварь был, некоторые говорят, что это Сагыт Халфин, азбука татарского языка называется. Как ранее говорил, это принадлежит, то есть использовали эту книгу в пограничных территориях Российской империи. Далее, что вот касается развития башкирского языка, вышла в 1842 году татарская грамматика и литературный сборник «Татарская хрестоматия», то есть без словаря это Иванова. Иванов там разделял, то есть языки, приводил примеры языков татар, башкир, казахов, во второй части примеры, то есть книжного языка. Но самый интересный труд это у нас, конечно, считается труд, наверное, скажем так, Салихяна Кукляшева.
Он был большим знатоком многих языков, знал фарси, арабский, латинский, немецкий, французский языки, работал учителем, приобщал людей к памятникам мировой культуры, занимался сбором башкирского фольклора, изучал литературу Урала Поволжского района России. По собранным материалам своим, вот, Салихян Бекташевич Кукляшев издает книгу «Татарская хрестоматия» и словарь «Татарская хрестоматия». То есть оно было издано в 1859 году. Вот, и из презентации вы можете увидеть, как он разделял, то есть татарский язык, как понималось татарский язык. То есть с точки зрения российского, то есть русского там, русской империи. Российской империи, вот как он их делил. Наречие турецкого языка, это тюркский язык, то есть получается, он пишет сперва, разделяется на турецкий, джагатайский, это чагатайский и татарский. Наречие это турецкого языка, это руми или стамбульский, это османский, дербенский, азербайджанское, крымское, Анатолий и малоайское. Наречие чагатайского языка – это уйгурский язык, каманское, чагатайское, узбекское, туркменское и хивинское. И наречие татарского языка самое интересное – это первый он приводит пример, это собственно татарский язык сам в России, киргизский язык, это под киргизами надо понимать, это казахский язык, башкирский язык, нагайский, кумыкский и карагайский, карагалпакский и мещерякский. То есть это язык современных мещаров. Он тут примеры много привел со словами, как пишется, в чем отличие. И очень хорошие учебные пособия для обучающихся в Небелевском кадетском корпусе, для шакирдов, также для учеников. Многие года было очень популярным. Нужно сказать само еще про Кукляшева. Работал он долгие года в Неплюевском кадетском корпусе переводчиком, и там же в Оренбурге ушел на пенсию, получается, и умер. Второй учебник такой известный у нас это в 1859 году первое издание вышло. Вот у нас имеется в фонде второе переиздание. Это начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков с наречием бухарцев, башкир, киргизов и жителей Туркестана. Мало чем отличается, то есть от классификации Кукляшева. Мирсалих Бекчурин также говорит, что по его труду можно понять, что под татарским языком, надо понимать, это тюркские языки, не только сам татарский язык, но и другие тюркские языки для тюрков России. Мирсалих Бекчурин был учителем другого знаменитого башкирского просветителя, это Мухаммед Салима Мидбаева, и Мухаммад Салим Мидбаев посвятил свое время ему знаменитое стихотворение учителю. Нужно сказать еще нам про популярного ученого, это как Ахмад Хади Максуди или Хади Максуди говорили. Он родился в Казанской губернии, в ауле Тарсу, татарский языковед, педагог, исламовед, политический и общественный деятель. Вот у нас тут представлена его книга «Первый учитель. Тюркский букварь по буквенному методу». На языке тюрки. Она была издана впервые в 1892 году и много раз переиздавалась. Была очень популярной книгой. И первый человек, который написал букварь по буквенному методу. И у него есть другие труды. Это грамматика тюркского языка, синтаксис тюркского языка или этимология тюркского языка. Он издавал такие книги по языку. Следующий у нас идет Тагиров Шакирджан. Он тоже родился в Казанской губернии, в село Большое Ачасары.
Вот у нас тут представлена его одна из книг «Начало учения и полная тюркская азбука». Издана в 1905 году. Нужно сказать про эту книгу, что в этой книге изучается тюркский язык, то есть по этой книге можно изучать тюркский язык, то есть алфавит, буквенный метод тоже, и интересный в своем роде, и в наши дни тоже надо эту книгу рассмотреть, изучить. Тоже также у нас есть книга Ахтямова Хабибуллы. Он родился в Белебецком уезде, деревне Тюркеево. В свое время работал в мечети всегда имам хатыбом. Вот неизвестная книга получается, никто не писал про эту книгу пока еще. Книга правил называется «Иля Харайда Китабы». И в этой книге он пишет, что вот правила тюркского языка, то есть правила языка, как надо по ним читать, изучать. И вот эта книга прошла через проверку, и она была издана тоже в Казани в 1908 году. Чтение по-тюрки автора, к сожалению, нету, издано в Оренбурге. У нас несколько экземпляров хранится за разные года. Скорее всего, автором является либо коллектив, возможно, Махмуд Марджани и Хасан Гали и Ризадин Фахридинов. Ну, это мое мнение. Нужно проводить стилистику и сравнивать другими учебными пособиями. Это у нас букварь. Букварь тоже неизвестный для широкого круга. Даже ученые не встречали этот букварь. Этот букварь издал мулла, получается, из Уфы, из мадраса Хусейния, Зуфар Ахмад Шакир Касими 1908 года. Тут представлены тоже алфавит, к нему чтение, как надо читать, все это дается. Ахмеров Гайнидин Нажмединович, ученый-историк, педагог, он является таким крупным ученым, можно сказать, изучал историю чувашев, то есть обнаружил город Сувар, если не ошибаюсь, где-то он написал историю города Казани, историю Булгар, и вот знаменитые труды. И вот один из трудов, это «Критика букваря» называется, издана в 1909 году. Он в этом труде рассматривает разные буквари и дает им оценку. Далее у нас вот также представленный уже другой труд другого человека. Это у нас Забири Хабиб Рахман. Он родился в Казанской губернии, в село Яреклы. Книга называется «Спутник для школьников. Иллюстративный букварь». Вот нужно сказать про этот букварь, что она была первым букварем является, в котором приведены рисунки. Не просто рисунки, а количество их 60, он пишет, красивые рисунки. И вот для примера вот одну страницу приведена. И она стала настолько популярной и много раз переиздавалась, по некоторым источникам до миллиона, то есть тираж доходил до миллиона, говорят. Далее у нас идет Хасан Гали, Галиев Хасан, по-другому. Он окончил мадраса Хусейния в Оренбурге. Также вот две книги у нас тут представлены на этой странице. Вот первая книга это «Ключ языка» или «Красноречие».
для чтения тюрки после букваря, издано в Уфе в 1913 году. Конечно, это переиздание, оно намного раньше вышло. Также есть книга правописания по-тюрки. И некоторые называют это, ученые пишут, как это образцы каллиграфии. На самом деле это книга правописания. Он издавал также издатель и редактор журнала «Мугалим». И многие года работал в тесной связи Резайдин Фахридинов в Оренбурге. Издавали вместе журнал «Шура» и газету «Вакат». Интересные у него там статьи есть, где он рассматривает изучение языков и выступает критическими статьями, потому что он говорит, что тюркский язык это тюркский язык, а не татарский язык, которым некоторые там в Казани пишут, что это татарский язык не является, то есть татарским языком чисто. Он пишет, что это язык тюрки, не только татар, и казахов, и башкир, и нагайцев, и других народов. Он об этом пишет и потом публикует. Вот у нас есть такой человек, Гайнидин Ахмеров. Вот он много раз издавал книги «Чтение по-тюрки» и «Тюркский букварь». Вот у нас две книги представлены, тоже много раз переиздавали в свое время. И оба изданы в Казани в разные года. Тут у нас переиздание. Также вот у нас есть издание уже первого народного поэта Башкортостана, это Мажида Гафури, совместно с Шагитом Ахмадиевым. Первый учитель называется, издано в Казани в 1915 году. Это издание тоже переиздавалось и является циклом, то есть издание не тот именно тюркский язык, а есть еще по арабскому языку и по другим языкам, то есть вот, также выходило как первый учитель и другие названия имели. Книга Габдулла Гисмати или Абдулла Гисмати. Он родился в поселке Кустанай Тургайской области. В долгие года он работал у нас в Башкортостане. И вот до сегодняшнего дня не было известно, что он написал учебник, то есть букварь по родному языку, называется Анателев, издан в Казани в 1911 году. Есть совместный тоже букварь с Файси Усалом тоже. Самое интересное, что Абдулла Гисмати и в дальнейшем издавал буквари и учебные пособия только уже в советское время по географии и по истории. К сожалению, тут картинки вот появилась. Махмуд Маржани долгие годы работал в Оренбурге. Вот популярный его труд это «Тюрки укол» или «Чтение по-тюрки». Переиздавался много раз. Это второе переиздание. Писатель, драматург, журналист, публицист, переводчик. Он также писал художественные труды. Нужно сказать, по его книгам обучались в мадрасах именно по чтению тюрки. Было популярным таким по современники описывали эту книгу очень хорошего качества, как написано. Нуриазам Тагирович Тагиров, это у нас член башкирского правительства. Он стоял у истоков образования Башкирской республики. И как надо вступление сделать, вот после
революции происходит разделение тюркского языка. То есть был общий такой тюркский язык, и происходит разделение языка, то есть начинается реформа языка. И с 1920 году башкирский язык признают вторым государственным языком в Башкирской республике наряду с русским. Также начинается разработка нового башкирского алфавита. Вот. Один из таких трудов можно увидеть, это башкирский букварь Нуриазама Тагирова. Она была издана в 1924 году. Один из самых первых букварей уже советской Башкирской республики. В дальнейшем реформа у нас языка продолжается. До 1929 года язык у нас идет на арабской графике. Далее с 1929 года по 1940 год язык письменность на латинской графике. И далее происходит стандартизация языков, и все республики национальные переходят на кириллицу. Мы быстро пройдемся по Нуриазаму Тагирову тоже. Он издавал совместные труды с другим известным языковедом, это Хабибуллой Габитовым. Вот, это издание про описание на башкирском языке, вот, издано тоже в 1924 году. Также вот 4 автора совместно издали башкирскую грамматику. Хабибулла Габитов, Нуриазам Тагиров, Вали Хангельдин, Абдулахат Вильданов. Известные очень деятели. Также вот уже непосредственный труд Хабибулла Габитова и Гибадулла Алпарова. В самом начале Гибадулла Алпаров был приведен вот орфография башкирского языка. Они вот издали свою книгу. И они все выпускники Мадраса Галия, там вместе они учились. Вот. Это новый башкирский алфавит, уже идет обсуждение по переходу на латиницу. Вот. Примеры алфавита. Книга Николая Ян Борисова Габбаса Давлетшина, это называется «Новый башкирский букварь». И также Николай Ян Борисов написал книгу «История алфавита», то есть это латинских и арабских алфавитов получается. История, как они внедряли, то есть были в башкирском обществе. Они оба изданы в Москве. Карим Идульгужин пишет такую брошюру, книгу, почему мы переходим на новый башкирский алфавит. Это тоже связано с латиницей. И дает объяснение, почему мы переходим. То есть общественность была, у них вопросы возникали, почему надо переходить, и вот они давали разъяснение. Самый знаменитый языковед, наверное, один из самых знаменитых языковедов уже Советской Башкирской Республики, это Закир Аюханов. Одна из самых популярных букварей, азбук, или она издавалась, то есть переиздавалась 25 раз до 1968 года. Он написал много учебников по языку и по грамматике и по другим направлениям. Не только по языковед, но и литературовед, и, можно сказать, фольклор тоже. Перевел много ШЖР, работал когда в Академии наук. Вот тут представлены за 33 год, за 35 год. Далее у нас идет также его книги за 35 год букварь. За 34 год у нас идет совместный с Утяшевым для 7 класса башкирский язык. Также за 32 год башкирский язык, рабочий тетрадь башкирского языка. Нужно сказать, также из активных деятелей в 30-х годов был Кульбеков. Он издавал тоже буквари для пожилого поколения и букварь для русских школ. Салях Ямалиев у нас педагог, деятель образования. Вот он много раз писал методику преподавания башкирского языка. Вот
книга одна представлена. Много публикаций у него встречается в журналах. Кадир Даян совместно с Ахнаф Харисовым и с Усманом Хусни вот, издавал учебники по башкирскому языку. Вот, башкирский язык, грамматика и правописание и стилистика с Ахнавом Харисовым. Тоже 30-е годы были изданы. Закир Шакиров один из самых знаменитых наших языковедов, литературоведов. Он первый человек, который открыл аспирантуру в башкирском факультете, то есть БГУ получается, в 1943 году. Близкий друг Николая Дмитриева, основатель современной башкирской грамматики Николай Дмитриев. Они совместно выезжали на экспедиции и писали вот совместные труды, изучали языки. Вот. Тут совместно с Чураевым представлен труд Закира Шакирова «Уроки башкирского языка для русских». Общий такой тоже для русских школ. Тоже для русских школ вот башкирский язык. Первая часть, вторая часть. Букварь Юсуфа Гарея. Она издана в 1939 году. Мы подходим уже к концу. Вот нужно сказать, вот знаменитый в будущем языковед наш тоже обучался в свое время в Мадресе Галия. Вот грамматика, первая часть, фонетика и морфология. 40-й год. И Кулбеков и Закир Шакиров, получается, уже вот переход на кириллицу, башкирский язык для партийных и, то есть, и советских, то есть работников, то есть для чиновников. Писали вот такой труд, написали они и издали. Вот на этом моя презентация заканчивается. Нужно сказать, мы тут не были представлены буквари. Это Катаринского, который вышел в 1892 году без указания автора. Состоит из двух частей, конечно. Она написана на кириллице, то есть башкирский букварь, вот, то есть букварь для башкир на кириллице. В 1892 году вот, первым такой букварь написал Катаринский. Также есть букварь Катанова, который не был выпущен. Есть в 1907 году был выпущен букварь для башкир Бессонова. В его букваре содержится 41 буква. Материалом для Бессонова послужил разговорный язык северо-восточных и юго-восточных башкир. Нужно сказать, что они все владели прекрасно башкирским языком и на этой основе написали свои труды. Нужно сказать про Мстислава Кулаева. Он написал азбуку для башкир. К сожалению, она не была, осталась только в рукописном варианте, не была издана. Но в 1919 году, после революции, его была опубликована азбука. В нашем фонде, к сожалению, нету. Нужно сказать еще, Муса Смаков написал такой методическую азбуку или учебник, назывался «Молодое поколение», и в нем по ней уже в дальнейшем писались другие учебники и буквари. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Всем спасибо. До свидания.